Салям алейкум, сайхватели Серджиле. Я рада вас приветствовать на нашей гостеприимной кухне и делиться с вами оригинальными рецептами. Сегодня вас ждет очередной универсальный рецепт блюда, с которым поделится наша гостья, филолог, журналист, преподаватель крымско-татарского языка Тамила Абдувелиева. Четверть века именно столько существует общественно-религиозная газета Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь «Хидает». Над каждым выпуском газеты работает сплоченная команда профессионалов. Одной из них является и героиня нашей программы, главный редактор газеты «Хидает» Тамила Абдувелиева. Любовь к истории своего народа, к языку, к родной земле вдохновляют ее на новые проекты и усовершенствование этого издания. Тамила Ханым ответственно подходит к своей работе, грамотно разрабатывает концепцию газеты и контролирует работу коллектива в соответствии с выбранным курсом. Обладая креативным мышлением и творческой фантазией, она всегда стремится к самому лучшему. Уже сегодня Тамила Абдувелиева поделится с нами рецептом изумительных блюд на гостеприимной кухне Софрага Буюранас. Тамила Ханым, салям алейкум, хош келдіңіз. Чахсағалыңыз. Правильно сделали, что пришли сегодня к нам в гости. Очень мне нравится ваша программа. Каждое воскресенье, как раз это выходной день, мы утром завтракаем с семьей, пьем кофе и смотрим, конечно, вас. Очень приятно. Мы сегодня будем готовить очень интересные блюда. Блюда будут два. Расскажите, что это будет? Первое блюдо будет состоять из тыквы. Это тыква на пару с сахаром и с орехами. Хотела бы подчеркнуть, что это блюдо именно национальное, и даже в книгах по этнографии, по истории оно упоминается, что его готовили век, 2-3 века назад. И не просто там в праздничные дни, а это было повседневным блюдом. Блюдо древнее, да? И думаю, сегодня мало кто знает об этом блюде, но мы нашим телезрителям все расскажем. Тыква, тем более мы знаем, что в Крыму, у нас Крым благодатный край, Да. фруктов, овощей очень много, все очень вкусное и полезное. Это точно. А второе блюдо какое? Второе блюдо, так как у нас тыква такое блюдо, которое должно подаваться охлажденным, пока оно у нас будет готовиться и остывать, мы очень быстренько сделаем розочки из теста в сахарном сиропе. Здорово. Мне уже не терпится приступить. Для этого нам нужно сейчас нарезать тыкву кубиками или прямоугольниками. Вы мне поможете? Конечно, всегда рада помочь. Нам нужны будут измельченные орехи, а я пока Хорошо. буду нарезать тыкву. Тамила Ханым, почему вы выбрали именно эти блюда? Чем они привлекают? Ну, во-первых, это вкусно, полезно, красиво. Блюдо из тыквы очень часто готовится в нашей семье, как и в моей личной семье, так и в родительской. Мой отец, рахметли бабам, очень сильно тоже любил эту тыкву, часто мама ему готовила, поэтому это тоже было, повлияло на мой выбор. Тамила Ханым, хотелось бы познакомиться с вами поближе. Расскажите о себе. Я знаю, что мы с вами коллеги. Расскажите в целом о деятельности журналиста. По основному образованию я филолог крымско-татарского языка и литературы. Почти 20 лет назад я уже закончила учебу в университете, и в течение всех этих лет, чем бы я ни занималась, всегда то место моей работы, где я работала, было связано с языком, с литературой, с традициями, с обычаями, то есть совсем таким крымско-татарским. Я работаю в Духовном управлении мусульман Крыма, в издательском отделе, и мы издаем много книг, пособий по исламу, по основам ислама. Я думаю, что очень многие наши телезрители в начале года покупают календари со временем намаза, дни, месяцы, наши основные праздники. Вот это тоже все готовится, верстается в нашем отделе, выпускается. И основные официальные издания нашего духовного управления – это газета «Хидает» и журнал «Источник мудрости». Да, об этом мы поговорим немного позже. Хотелось бы узнать, откуда у вас такая любовь к истории крымских татар? Ведь не каждый интересуется крымские татары на сегодня своей историей. Ну, все началось, наверное, опять-таки с образования, потому что крымско-татарский язык и литература – это тот факультет, где культивируется именно вот этот вот, поддерживается интерес ко всему крымско-татарскому. Старт был дан там, и я, пользуясь случаем, конечно же, хочу выразить благодарность всем нашим преподавателям, которые дали нам такое напутствие, дорогу. Но это просто, конечно же, личный интерес. Вы правильно сказали, заметили, что не все интересуются, да, но к сожалению. Это идет от души, изнутри. И поэтому, когда ты узнаешь все больше и больше о национальных традициях, ты начинаешь мыслить так же, то есть меняется твое мировоззрение, твое мышление, особенно когда хорошо знаешь язык, и ты можешь прочесть какие-то тексты старинные, там, 19-го, начала 20 века, ты понимаешь, о чем там говорится, ты чувствуешь себя действительно совсем по-другому. Занималась самообразованием, и знаете, вот как говорят же,
когда ты много информации впитываешь, она у тебя там где-то в пассиве, а потом в нужный момент выстреливает. И где-то на 3-м курсе вот уже пошло. Тот багаж знаний, который вы копили все это время, дало о себе знать, да? Стала выступать на разных мероприятиях, где-то пригласят стихотворения прочесть. Ну, тогда я еще, конечно, была студенткой. Это было то в театре, то в Крымско-Татарской библиотеке. И вот с этого момента и началась моя активная деятельность. Тамила Ханум, когда началась ваша такая активная, бурная деятельность, знали ли вы в то время, что вы свяжете свою жизнь с журналистикой, с телевидением? Нет, наверное, скорее всего, то, что буду работать на телевидении, не знала. Но журналистика, да. Будучи еще студенткой, нас все время преподаватели стимулировали писать какие-то публикации, статьи, да, мы публиковались. Но интерес зародился именно тогда. Хорошо. Тамила Ханум, какие блюда обычно вы готовите дома? Дома у нас всегда принято готовить и первое, и второе. И вы знаете, я сегодня, конечно, готовлю тыкву, но сама я по крымско-татарским блюдам. Я с удовольствием. Бурма, кобите, чебуреки. И готовлю, и ем, конечно. Я люблю действительно нашу кухню. На все, что из теста. Вы говорили о редакторской деятельности. Газета «Хидает» и журнал «Источник мудрости». Да. Расскажите, в чем заключается ваша работа, какие основные рубрики раскрываются в данных журналах и газетах? Я являюсь литературным редактором. Литературный редактор, он полностью редактирует все тексты, которые поступают нам от авторов статей, и также художественную редакцию делают. Это значит, так простым языком, покрасивее чуть-чуть написать. Хочу выразить как раз благодарность всей нашей команде, это около 10 человек, то есть и авторы, которые присылают нам статьи, и мы 2 редактора, я и Земине, моя подруга, да, мы очень хорошо ладим, прекрасно работаем. И, конечно же, после той верстки, которую мы с ней вместе проводим, и после той редакции, наше руководство тоже скрупулезно все прочитывает, вычитывает, чтобы все было правильно, потому что очень немаловажно. Язык, конечно же, чтобы все было красиво и правильно выражено, это одно, но так как газета «Хидает» и журнал «Источник мудрости» — это издание духовного управления, то есть статьи в основном на тему религии, есть у нас еще и канонические редакторы, которые с точки зрения религии, чтобы сура была правильно упомянута, номер суры, аят, хадис, чтобы все было правильно написано. Сколько этапов нужно пройти, да, чтобы выдать статью? Да, и только после того, как наши руководители ставят подпись, что все в верстку, с нашим дизайнером Ирвином мы садимся и происходит верстка. И вы знаете, такое вот волшебное чувство, когда в принципе еще ничего нет, вот это все в компьютере, в цифровом виде. А вот, например, у газеты «Хидает» тираж 10 000 экземпляров, и когда с типографии привозят вот эту вот стопку, кучу большую, да, ты смотришь на это и думаешь, а все-таки мы делаем большое дело. Кого-то счастливыми. Счастливыми, потому что, да, у нас много подписчиков, как у журнала, так и у газеты. И эти газеты и журналы попадают в дома, нас читают, интересуются, у нас налажена обратная связь, потому что мы всегда отвечаем на те вопросы наших читателей. Их что-то интересует, какие-то каждодневно актуальные вопросы по религии, ведь много чего действительно не знают. Чем отличается газета «Хидает» от журнала «Источник мудрости»? В принципе, наверное, ничем. Журнал у нас отвечает всем современным стандартам. Очень глянцевый, качественно выполненный журнал, очень прекрасные иллюстрации. И еще хочу отметить, что наш дизайнер Ирвин, например, он еще является и художником. И когда нам нужно подобрать специфическую картинку, чтобы... Можно обратиться за помощью, да? Да, он именно сам и рисует, да, использует и компьютерную графику. Ну и газета и журнал, как вы сказали, газеты выходят только на крымско-татарском языке, а журнал и на русском, и крымско-татарском. Поэтому нас читают не только крымские татары. Это очень хорошо. Тамила Ханум, правда ли, что газета «Хидает» существует 25 лет? Да, вот в ноябре 2018 года ей исполнилось как раз 25 лет. Мы делали такой большой праздник. Журналисты вашего телеканала присутствовали, освещали, Чохсаулсенлар. Всю эту работу начинал уже ныне покойный рахметле журналист, писатель, публицист Закир Куртнезир. Ну, после этого продолжили его дело наши преподаватели религии, Оджалар, которые работают в нашем духовном управлении. Сейчас мы тыкву слоями будем укладывать в нашу кастрюльку. Слой тыквы, немного слоем сахара и немного слой орехов. И это происходит поочередно, да? Поочередно, да. Самый последний слой будет состоять из орехов. Надо же, я представляю, как тыква впитает весь этот аромат, сок. Да. Человек вы жизнерадостный, открытый, общительный. Вот интересно узнать, что является для вас счастьем. Что такое счастье для вас? Лично мое мнение, счастье – это внутреннее состояние человека. И оно, опять-таки, убежденным по моему мнению, что оно не должно зависеть от того, кто рядом. То есть очень многие люди говорят, ну там какие-то проблемы. Вот если бы их не было, я была бы счастлива. Если бы там рядом со мной был любимый человек, я бы, наверное, была бы счастлива. Это все хорошо, конечно, это все очень идеальные условия, когда у тебя нет никаких проблем, тебе везет, у тебя хорошая работа, рядом любимый человек, супруг либо супруга, и ты счастлив. Но ведь человек, будучи
как бы один, да, но не вышла девушка замуж. Ну что теперь, судьба такая, это же не значит, что она несчастлива. Поэтому это внутреннее состояние человека. Каждый день, вот вы проснулись, и Аллах шкур, что вы проснулись. Ручки, ножки двигаются, пальчики тоже, здоровье хорошее. Если в семье детки, надо подумать о том, что они здоровы, и все остальные члены семьи тоже здоровы. Не это ли счастье? Одним словом, нужно довольствоваться тем, что есть, да? Тем, что дал нам Всевышний. Конечно, если есть возможность добиться большего, ни в коем случае не нужно себя сдерживать, надо всегда стремиться вверх, саморазвиваться. А вы целеустремленный человек? Да, я думаю, что да. Я смотрю, это последний слой, да, у нас орехов? Последний слой, да, мы покрываем, можно густо орехами. Можно ли в это блюдо добавлять мед? Да, конечно же, но мы добавили сахар, кому-то мед, может быть. И мне хотелось бы еще 1 либо 2 ложечки сливочного масла, вот так, чуть-чуть добавить. Немного, да? Водички нам нужно совсем немного, полстаканчика, потому что ни в коем случае эта тыква не должна вариться. То есть она не должна быть полностью покрыта водой. Чуть-чуть на дно, чтобы она просто не пригорела, и она будет томиться, тушиться. В принципе, мы все сделали. Добавили немного сливочного масла, посыпали орехи и добавили немного воды. Осталось лишь поставить на плиту на 15-20 минут для того, чтобы наше блюдо томилось. И его особенность в том, что оно подается охлажденным, поэтому после того, как оно сварится и будет готово, мы чуть-чуть подождем, чтобы она остыла. Пока наша тыква томится, мы приступаем к тесту. Мы сделаем из тонкого теста розочки. Какая красота! Мне не терпится уже узнать, что это будет и как это все будет делаться. Нам понадобится мука, сода, погашенная в кефире, немного сметаны, немного растопленного масла, 1 яйцо, ну и сахар взбить с яйцом, и можно начинать. Хорошо, давайте начинаем. Что первоочередно? Я пока буду взбивать сахар с яйцом, а вы, Эльвина, пока погасите соду в уксусе. Пол-чайной ложечки будет достаточно. Тамила Ханум, какие профессиональные рекомендации вы могли бы дать подрастающему поколению, которые хотели бы работать, либо имели желание работать в сфере СМИ? Конечно же, в первую очередь это стремление развиваться, причем каждый час, каждую минуту, каждую секунду, потому что ты никогда не знаешь, какие именно знания тебе понадобятся, поэтому нужно впитывать всесторонние знания из всех областей. Не нужно думать, что я работаю на телевидении, веду только такую программу, такую тему, и больше мне как бы другое не нужно. В 21 веке любой интеллигентный и считающий себя культурным человек должен развиваться в любой области и очень-очень много читать. Каждый день. То есть есть такая фраза «ни дня без строчки», а тут «ни дня без чтения». 30-40 минут для книг я каждый день обязательно нахожу. Это уже, знаете, наверное, даже не просто привычка, а образ жизни. Вы приходите после работы, приготовите ужин и еще находите время для того, чтобы прочитать книгу. Женщина всегда для себя должна найти время. Просто прелесть. Так, добавляйте, пожалуйста, сюда в муку. Тут же добавляем яйцо, взбитое с сахаром. Розочки – это вид печенья, который можно приготовить вот из того, что у любой женщины есть в холодильнике. Все, что по чуть-чуть осталось. Добавляем сметанку. Да. То есть кефир, сметана и яйцо, взбитое с сахаром. И пол-пачки растопленного масла будет достаточно. Все это перемешиваем. Добавляем муку по необходимости, чтобы у нас получилось просто мягкое и эластичное тесто. Будем смотреть по консистенции, да? Да. Тамила Ханум, насколько мне известно, вы не только успешный редактор, но вы также занимаетесь преподаванием уроков крымско-татарского языка. Какими были первые шаги и почему вы решили заниматься именно этим? Мое основное образование филолог, это, естественно, преподаватель крымско-татарского языка и литературы, то есть как бы априори, да, я год еще проработала в школе, гимназии, преподавала крымско-татарский язык. После этого в лингвистическом центре несколько лет проработала, где открыли именно группу. Эта группа функционировала очень успешно, несколько групп подряд. И начальный уровень, когда люди совсем не знают языка, либо очень плохо, но не могут изъясняться. Также это были курсы крымско-татарского языка выше уровня, когда люди хотят уже улучшить свои знания. Все в этом центре, да? Да, это было несколько лет назад. Но при Духовном управлении мусульман Крыма тоже уже в течение нескольких лет работают, хочу подчеркнуть, бесплатно курсы крымско-татарского языка, куда приходят не только крымские татары, представители других национальностей, которые хотят изучить язык. Курсы у нас в Духовном управлении длятся 3 месяца, это занятия 2 раза в неделю, и по окончании слушатели получают сертификат о том, что они прошли обучение именно в Духовном управлении. Хорошо. А кто преподаватель? Курсы работают не первый год, были разные преподаватели, но в данный момент я. Тамила Ханум, есть ли какой-то определенный метод, с помощью которого можно легче обучиться языку?
Методов много, и преподаватели, конечно же, все эти методы стараются использовать, но опять-таки все зависит от самого человека. Какая у него цель? Если он очень-очень хочет изучить, конечно, он будет стараться, он будет заниматься самообразованием, будет делать, выполнять домашние задания намного больше, то, что задает ему преподаватель, будет сам читать книги. Да, я с вами согласна. Тамила Ханум, что у нас по тесту? Тесто мы на наше печенье розочки сделали, оно должно 5 минут постоять. Можно потрогаю? Конечно, Что эластичное. мягкое, эластичное. Мягкое, да, эластичное, да. Потом мы его будем раскатывать, а вот там начнется самое интересное. воздушное. Ай. Тесто у нас полежало 5 минут, оно пришло в себя, и мы его должны просто раскатать в тонкий пласт, но не очень тонкий и не очень толстый, чтобы вот как для обычных печенек. Это будут круги, либо Это будут полоски? круги, да, мы потом с помощью стаканчика будем вырезать круги на поверхности данного теста. Хорошо. До какого размера необходимо раскатывать круги? 4-5 миллиметров по толщине. Кого вы считаете по праву учителем в своей жизни? Либо наставником? Ох, какой сложный вопрос, Ильина. На самом Согласна, деле, философский. действительно, да. Честно говоря, нет такого, чтобы вот в какой-то трудной ситуации я самой себе сказала, а пойду-ка я посоветуюсь к тому. Самый мой близкий друг и человек, которому действительно я доверяю абсолютно все, это мой супруг. Мы часто обсуждаем какие-то наши общие дела и вместе приходим к решению разных, я не могу сказать проблем, не люблю это слово, не хочу говорить, но каких-то разных ситуаций в жизни, да. Единственное, что вот я себя приучила, я не знаю, если к этому можно себя приучить, я стараюсь всегда действовать согласно интуиции, согласно сердцу. Пару раз было даже в такой жизни, когда мне и члены моей семьи, друзья, знакомые говорили, ну вот нужно поступить так, а у меня вот не находит отклика, да, внутри. Думаю, нет, я сделаю все-таки по-своему, так как я. И проходит время, проходит несколько месяцев или недель, и опыт показал, что все-таки нужно всегда согласовывать это с собой, задать себе честный вопрос, но очень честно ответить на него. Это говорит о том, что у вас хорошо развита интуиция. Может быть, но все-таки это годы, какой-то жизненный опыт. Итак, мы раскатали пласт, мы смотрим, да? Теперь берем стаканчик. Наш волшебный стаканчик, который идеально вырезает круги. Да, и делаем такие кружочки. Потом мы это печенье, эти розочки, будем выкладывать в виде 3 таких кругов, получается светофор. И когда моя дочь была маленькой, я ее всегда звала мне помогать в 3-4 года. Она всегда бежала, говорила, мы будем делать светофор. Она уже понимала, что потом ее вечером будут ее ждать розочки ее любимые. Что для вас семья? Семья – это все, конечно же. Человек, чем бы он ни занимался, какой бы деятельностью, какой бы пост ни занимал, он вечером приходит домой, его ждут близкие люди, дома тепло, уютно. Моей семье в этом году, Аллах шкур, уже исполнилось 20 лет. Машаллах. Да. Мой муж, дочери 16 лет, она учится в колледже, хочет стать юристом. Аллах сметете. Аллах сметете, иншаллах. Так что у меня веселая жизнь с подростком, потому что я постоянно должна быть, у меня рука должна быть на пульсе, я должна знать все современные какие-то веяния, моды, я должна слушать их музыку, чтобы поддержать. Чтобы не отставать, да? Чтобы не отставать, это однозначно. Скучать вам не приходится? Не приходится, и она меня очень поддерживает. Это хорошо. Итак, смотрите, у нас 3 круга получилось. Да. Для изготовления розочек мы берем 3 кружка, накладываем второй на первый, чуть-чуть прижимаем пальчиком, чтобы он наложился на край. Я хочу вам помочь. Давайте. Давайте, пожалуйста. Второй. Вертикально. Второй. И третий. Также чуть-чуть прижать пальчиком. Теперь смотрите, с этого края начинаем заворачивать все вот эти круги в один. Постепенно прижимая пальчиком. У нас получилось вот такой жгут. И потом, смотрите, посередине ножичком разрезаем. Так, повторяю. Похоже? Хоть чуть-чуть. Конечно, похоже. У нас готовая розочка. Правда, она когда испечется, конечно же, она разбухнет чуть-чуть, набухнет, она впитает в себя сок. Да, мы будем его поливать сиропом. Красота. И складываем на противень. Честно признаюсь, у нас в программе такое еще не готовили. Поэтому сегодня мне захотелось изготовить Иногда что-то такое сладенькое, сладенького, да. В принципе, ничего сложного. Ничего сложного абсолютно. Можно брать 2 кружочка, 3, 4. Мы выбрали средний Чем больше слой. кругов, чем они будут пышнее. Да, толще, больше, да. Тамила Ханум, многие ученые утверждают, что за каждым изучением языка стоит своя картина мира. Как вы думаете, глубокое погружение в изучение языка меняет ли как-то мировоззрение, либо восприятие окружающей действительности? Конечно же, человек сколькими языками владеет, настолько у него развит кругозор, у него развито мышление. Он может уже с легкостью понимать те книги, которые он читает в оригинале, смотрит фильмы, программы, спектакли и так далее. Конечно же, это и меняет его мировоззрение, потому что, если взять даже крымско-татарское выражение, какое-то очень колоритное, человек, который, он не филолог, да, он не преподаватель, он просто его выучил, может быть, в детстве, в своей семье, слышал от хартанашек, харбабашек,
в детстве, он его просто произнесет автоматически, но не будет задумываться, откуда оно пришло. А человек, который хорошо знает язык, он будет знать, что именно в этом слове, либо в этом предложении или выражении именно кроется та ментальность, та психология народа. И почему говорят именно так. То есть, естественно, будет меняться и образ жизни, и восприятие. Такой человек пойдет в театр, он совсем по-другому будет воспринимать тот спектакль, который он будет смотреть. Что вы скажете по поводу того, что дети, например, в семье говорят на крымско-татарском языке, родители всячески стараются делать для ребенка так, чтобы в семье царствовала, в общем, такая родная крымско-татарская атмосфера. Но потом ребенок идет в садик, в школу и начинает забывать свой язык. Что делать в таком случае? Я думаю, что все-таки ответственность лежит на семье и на родителях, потому что знаю очень много крымско-татарских семей, где язык очень хорошо знает, культивирует, и куда бы дети ни ходили, что бы они не посещали, да даже вот моей дочери, на своем собственном примере, надо просто разговаривать с ребенком, чтобы ребенок тоже не ленился и говорил на крымско-татарском языке. Люди и родители должны сами быть примером, прежде всего контролировать себя и сами говорить на языке. Естественно, если родители между собой, супруг и супруга говорят, или еще там, между старшим, да, со старшим поколением говорят на каком-то другом языке, неважно, все языки, пусть знает ребенок несколько языков, но если родитель хочет, чтобы ребенок хорошо знал свой родной язык, то эту среду нужно создать дома. А пусть там на учебе, на работе, в каком-то кружке ребенок занимается, конечно, он будет разговаривать на том языке, на котором принято, но это не помешает ему знать свой родной язык в совершенстве. Это точно. Тамила Ханум, с миссией мы справились. Да. Вам понравилось? Да, мне очень нравится. Если так сверху посмотреть, действительно целый букет роз. Теперь хотелось бы узнать, сколько времени необходимо и какая температура. При температуре 200 градусов примерно 20 минут, 18-20 минут, а потом посмотрим до готовности. Я предлагаю вам поставить наш противень в духовой шкаф. Угу, конечно. Дорогие телезрители, наше время с Тамилой Ханум пролетело просто незаметно. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Что вы скажете? Похоже на розочки. Похоже, однозначно. Сейчас очень важный нюанс, когда мы только вытащили из духовки эти розочки, их в горячем виде нужно полить сиропом. Мы заранее с Эльвиной приготовили сироп. Это полстакана сахара и полстакана воды. Мы поварили, он немного загустел, сладенький сироп, и в горячем виде мы его поливаем. Они впитают в себя весь этот сок. Они чуть-чуть еще набухнут, придут в себя, и только потом мы посыпем сверху их орешками и выложим на блюдо. Еще можно использовать сироп розового варенья. Мы все любим варенье из роз, да? Практически в каждой крымско-татарской семье его готовят. И тогда это действительно будет пахнуть розочками. Тамила Ханум, раскройте такой маленький секретик. Я знаю, что на телеканале Милет у вас новый проект «Милет без заман». Расскажите, о чем будет этот проект и кто будет принимать участие? Да, этот проект новый, он действительно интересный. Дело в том, что в 2018 году на внеочередном 6-м Курултае мусульман Крыма было принято решение путем голосования среди делегатов Курултая о том, что будет создан Совет крымских татар при главе Республики Крым. Этот совет будет заниматься такими разными вопросами, очень важными для нашего народа. В состав совета вошло 16 человек. Это люди из абсолютно разных отраслей, разных профессий. Это люди, зарекомендовавшие себя в обществе, имеющие вес, их уважают, они очень известны. Это и врачи, и спортсмены, и преподаватели, филологи, люди искусства и так далее. Время от времени проводятся совещания этого совета. Совет очень активно работает, совершает выезды во все регионы Крыма и собирает информацию о каких-то, либо проблемных ситуациях, да, связанных в селах, в регионах, либо о каких-то важных датах, да. И вот именно этот проект «Милет без замана» будет состоять из того, что вначале мы пригласим каждого из членов Совета, потому что узнаем его личную позицию, узнаем его мировоззрение, он что-то расскажет о себе из своей области деятельности. И потом, даже если будут какие-то выезды, либо будут приниматься решения по каким-либо вопросам, касающихся не только крымских татар, кстати, я хочу заметить, в общем, да, для населения Крыма, то будем освещать, готовить сюжеты, да, освещать все эти темы, обсуждать вопросы и приглашать гостей. Итак, мы видим, что наши розочки уже полностью впитали тот сироп, они раскрылись, вот здесь вот листочки тоже набухли. И сверху мы посыпем еще толченым орехом.
Тамила Ханым, мне сегодня было очень приятно с вами готовить такие шедевры. Мне тоже очень приятно, спасибо, что вы пригласили. Всегда смотришь со стороны на эту программу. Конечно, я же женщина, и были такие мысли, ой, а я бы тоже с Альвиной побеседовала. Да, и хорошо, что у вас были такие мысли, потому что работать с вами сегодня в этой студии было только в радость. Чахсава у нас. Ваши наилучшие пожелания нашим дорогим телезрителям. Я хочу, чтобы в каждой семье царила любовь, взаимоуважение, понимание. Было тепло и уютно, пахло вкусной едой, и чтобы вы приходили домой, и было кому вас обнять, встретить с улыбкой, с искренней улыбкой. Çok sağ olun saygılı dostlar, evinizde daima bereket, sevgi ve hürmet olsun. Очень красивые и теплые слова. Sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Дорогие телезрители, желаю, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы день дарил вам море радостей и улыбок. Готовьте с нами, готовьте лучше всех. Сегодня с Тамилой Ханумом приготовили замечательные блюда байылдым и розы. Это была программа «Софраға бuyurunuz», а что твоусын көрішкенде.